Духай Хоралды Хабди про оккупацию Бурятии за Бейхулежевеном Тании. А, В общем-то, как вы понимаете, а, хотел я вообще отойти от темы стримов и, наверное, буду отходить от этого. Ну, посмотрим. Может быть, иногда буду их проводить. Но в целом у меня есть вообще понимание, как все устроено. Сегодня про это и будем говорить. Наверное, самое вообще надо именно с таких тем и начинать вообще любую тему. Тогда будет все понятно. За танейных за хулиегет, тигет и хилхапти. За этот, видите, ну, два варианта всего лишь, да, когда такой вот настырный тип появляется. Да, я про этого Амосова. Это, конечно, некий печальный тоже сигнал, потому что, получается, как украинцы проверяли этого Амосова, вот это вот непонятно, да. Потому что явно он, ну, либо дурачка из себя строит, либо он просто, как бы сказать, засланный казачок. Ну, скорее второе. Ну, либо, может быть, и то, и другое. Ладно, брат буддист. Ну, как бы буддист и этот, как шаманист, что ли, или как правильно, тенгрианец. Короче, у нас исконная религия наша, получается, была шаманизм раньше, а потом мы, получается, стали буддистами. Вот как-то так. Да. Ладно, давайте. Я несколько раз в течение стрима, наверное, буду эту тему читать, а потом будем это обсуждать. Давайте для начала стрима я вот прочитаю вам. Что вообще такое, вот смотрите, тема стрима называется «Оккупация Бурятии». Не, давайте предисловие начну. Смотрите, я планировал же начать более такую целостную и, скажем так, хорошую, четкую, да, работу по просвещению. Маленько отойти от стримов, от эмоций, от всего такого. Ну, видите, я, конечно, понимаю, что мне надо тоже учиться управлять своими эмоциями, нервами, чтобы меня не выводили. Вот эта вот агентура появляется, провоцирует. Еще они, знаете, я понял, они же анализируют текст, прежде чем писать комментарии. Они как бы пытаются клин вбросить между мной, получается, и аудиторией. Ну, якобы я, как бы сказать, против аудитории иду, против народа и так далее, да. Как-то так. Ну, конечно, они пытаются, смотрите, я же раскрываю, как бы сказать, как устроена, да, оккупационная власть в Бурятии. Они, как сказать, переиначивают мои слова. Ну, это, видите, искусство манипуляции сотрудников ФСБ. Вообще, вот понимаете, на самом деле вот КГБ, ФСБ, ЧК, НКВД, они страшны на самом деле не своими репрессиями, не своими убийствами, не своими пытками. На самом деле их самое главное оружие, самое мощное, самое-самое, все, что у них есть, отточенное, очень хорошее, это искусство манипуляции. Они это делают на высшем уровне, по всему миру. И вражки в первую очередь. Посмотрите, ну, согласитесь, вот, да, вот мы все вот любим в комментариях или еще что-то писать такое, вот русские такие, сякие. Ну, на самом деле, физиологически, биологически, это же такие же люди, как и все. Ну, есть, конечно, у них свои какие-то признаки отдельные, да, там, ну, по сравнению с азиатами, вообще белая раса, они лучше
алкоголь усваивают или еще что-то. Но в целом это все равно можно сделать, тоже как-то не так будет звучать, но можно, вот смотрите, родится русский человек по национальности в другой стране, с другими взглядами, с другими строем. Он, как бы сказать, он же не будет таким вот упертым, как тот человек русский, который родился в Рашке, да, с имперским шовинизмом. Ну, если у него, конечно, родители такие не будут. Поэтому, видите, эта система под названием «Русский мир» в первую очередь из русских людей сделала такое вот... Ну, они что хотят с ними, то и делают, по большому счету. И, конечно же, и с нами потом. Мы в оккупированной республике живем, республике Бурятия. Это оккупированная территория, я сейчас вам буду про это говорить. И видите, вот агентам влияния, даже несмотря на то, что я их раскрываю, говорю про них, в какой-то степени почему-то выгодно, чтобы я больше вот таких эмоциональных каких-то стримов вел. Я не знаю даже про них упоминал. В чем-то для них почему-то выгода есть. Чтобы, видите, у нас не было действительно какой-то системной работы по просвещению, по просвещенческой, да, идеологической работы, чтобы у нас все время был какой-то срач, короче. Вот это главная задача, да. То есть, чтобы мы типа ругались и так далее. Я это, конечно, понимаю, но все равно. Понимаете, я же изначально блог этот вел, не хотел и не понимал, как устроена эта структура, да, ФСБ, как она действует, какими методами. Но понимаете, вот, пока ты ведешь, ты все равно начинаешь больше о них узнавать, ты начинаешь их принципы, методы работы узнавать, их вообще логику, да, как они действуют, что они хотят. Поэтому, видите, как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Хочешь, не хочешь, как бы сказать, начинаешь мало-помалу понимать, как устроена эта херня. Такие вот дела. Я говорю, их самое главное оружие – это манипуляция. Это не расстрелы, не посадки, не пытки, ничто. Понимаете, вот превратить русский народ в послушное стадо и другие народы – это большое искусство надо. Чтобы они вот стали такими фашистами. Да, скажут, это давно произошло, это не сейчас, это было когда там и 300, и 500 лет назад. Но это происходит. И плюс еще, знаете, я вот хочу, вот это действительно я подготовлюсь. Постоянно вот это вот русский такой нарратив, да, что вот, мол, Орда виновата, это виноваты монголы, да, в том, что русские такие стали. Ни хрена подобного. Хана выбирали. Вообще вот это вот чушь полная, понимаете? Вот все время ругают Орду, да, вот даже сделали из Орды слово какое-то, как сказать, ругательное, да. Хотя я никогда не говорю про Орду что-то плохое. Ну, конечно, это мои предки, как я про них буду говорить. И вот якобы, и все время, понимаете, вот всякие Яковенко и так далее, вот это используют, вот азиатщина или еще что-то. Я удивляюсь, почему Портников, когда с ним стрим ведет, он его не поправляет. Понимаете, это же это специальный вброс вот этот вот, да, все время про монголов, про Орду говорить, про азиатщину. И видите, хорошо, что про них вот это вот Инна Курочкина рассказывает, да, то, что он про чеченцев, про грузин высказывался, да, как вот это вот консервы все. И печально на самом деле то, что до сих пор вот эти всех Яковенко и так далее приглашают в украинские эфиры, и они там свою эту пропаганду ведут. Конечно, они сейчас притворяются, вот они там друзья Украины или еще что-то. Херня полная. Ничьи они никогда не друзья. Просто сейчас структуре ФСБ выгодно, чтобы они такое говорили. Они говорят. Какие дела. И постоянно они про нас вот это вот прокидывают. Вот Орда виновата, что русские такие. Блин, это вообще, понимаете, тут все виноваты, да, у этой идеологии. Американцы виноваты, монголы виноваты, все кругом виноваты, да, кроме них самих.
Мы вообще к ним никакого отношения не имеем. Причем здесь вообще Орда и вот то, что русские устроили у себя концлагерь, фашизм. Где у нас такое было? Вообще не было такого. Почему сейчас тогда в Монголии демократия? Короче, я хочу этому большое видео посвятить и разобраться вообще, да, как там все это было на самом деле устроено. Потому что это вот постоянно про Орду, про монголов, это высказывание, это просто задолбало, если честно. В общем, если коротко, да, еще раз повторюсь, главное вообще оружие ФСБ, не оружие, не пытки, не устрашения всякие. Самое главное это манипуляция. У них искусство манипуляции доведено до высочайшего уровня. Причем они, понимаете, свои пробросы делают и на Западе, и в Европе, в США, везде. Даже в Украине до сих пор. Понимаете, это очень, на самом деле, в этом плане мощная структура. Они не умеют ничего создавать, но вот искусство манипуляции, это у них лучшее вообще. Это, по-моему, лучшее вообще в мире, что есть, возможно. У них имеется в виду, у русских. То есть так, как они умеют манипулировать, умеют засирать мозги. Ну, представляете, наш народ, да, наши народы, буряты, саха, другие народы, татары, добровольно, получается, идут на войну, умирают там, да. Можно, конечно, и нам их ругать. Вот зачем вы, какого хрена туда идете. Но понимаете, у людей нету понимания, кто они вообще, какая у них история, как они дошли до жизни такой. Кто виноват в этом? Виновата, конечно, вот эта вот чекистская власть. А кто еще-то? Это же они устроили. Ну, как этот процесс шел? Сперва оккупация, потом инфильтрация элит, переписывание истории. Сейчас я вам буду признаки зачитывать. Сейчас зачитаю вам признаки оккупированной территории. Первое. Военный или силовой контроль. Территории фактически контролируются вооруженными силами и силовыми структурами другого государства. Ключевые решения принимаются не местным населением. Можно сказать так про Бурятию? 100%. Фактически контролируются вооруженными силами или силовыми структурами другого государства. В Бурятии есть своя собственная бурятская армия? Нет. Силовые структуры другого государства ФСБ относятся к Бурятии? Нет. Ключевые решения принимаются не местным населением. 100%. Все в Кремле. Ну, если так по большому счету русскими. Русские нам не друзья. Следующий. Потери политического суверенитета. Внешняя власть определяет внутреннюю и внешнюю политику. Что-нибудь буряты решают сами во внешней политике? Нет. Во внутренней хотя бы что-нибудь сами решают? Нет, ничего не решают. Местные органы власти подчинены центру. Следующее. Назначение лояльной администрации. Ну, это 100%. На руководящие должности ставят людей, лояльных оккупирующей власти. Это 100% про Бурятию. Самоуправление ограничивается. Подчинение экономике. Основные ресурсы, налоги и прибыль направляются в пользу государства, осуществляющего контроль. Бурятия, основные ресурсы идут бурятскому населению, налоги и прибыль? Нет. Все идет куда? В Москву, русским уходит. Экономика перестраивается под его интересы. Вся экономика Бурятии и Саха и других республик, она полностью подконтрольна интересам русских в Москве. Изменение системы образования. Переписываются учебники. Это сделано, да, для этого переписали нам, ну, наш язык фактически уничтожается, нашу письменность уничтожают. Продвигается новая государственная идеология. 100%. История интерпретируется с позиции новой власти. Понимаете? То есть наша история, вот якобы добровольное вхождение и так далее. То есть у нас нашей истории запрещена, получается, да? Кто будет про нее говорить, тот будет сразу признан террористом, экстремистом. Следующее. Ограничение местного языка и культуры. Ну, тут, понимаете, вот любой, я читаю, пункт 100% попадания. Доминирует язык центра. Русский язык доминирует. Сокращается использование местного языка в школах и государственных учреждениях. Да, 100% про нас. Ослабляются местные культурные традиции.
100%. Вон хотя бы этот поцелуй Байкала, посмотрите, что это за традиция. Русские оккупанты приезжают и там на Байкале творят беспредел. Переписывание исторической памяти. Тоже 100%. Представляется версия истории, выгодная новой власти. Да, так и есть. То есть не то, что буряты героически сопротивлялись, да, оккупантам, а то, что вот якобы добровольное вхождение. Сопротивление и прежних государственных могут замалчиваться или отрицаться. Да, то есть то, что буряты сопротивлялись, сейчас про это не говорят или замалчивают. Воевали. Следующий. Информационный контроль. Пункт 8. Контроль СМИ. 100% про Бурятию. Все СМИ в Бурятии подконтрольные русским в Москве. Цензура. Да, попробуй что-нибудь там выскажи. Следующее. Вот именно про меня. Вот, да, вот это все про меня. Контроль СМИ. Ну, имеется в виду, меня, конечно, не контролируют, но вот следующее, цензура, да, я вот подцензурный, еще когда там был, под цензурой был. Преследование независимых журналистов и активистов. Вот меня как раз преследуют. Блин, я свою статью забыл. 207.3, вот, осужден, приговор 5 лет 3 месяца. Вот конкретно про меня. Преследование независимых журналистов и активистов. Репрессии, преследование политических противников. Ну, я не политический деятель, скорее гражданский активист, но у нас таких нету политических противников. Запрет организаций. Ну, организаций у нас тоже по большому счету нет. Аресты, ссылки, уголовные дела. Ну, это про меня. Уголовное дело. Изменение идентичности населения. Вот 100% про нас. Вот почему буряты идут на войну. Формируется новая гражданская идентичность. Не то, что мы буряты, у нас есть бурятская власть, наша бурятская идентичность, нам формируют новую. Поощряется ассимиляция. Вот у нас все время пропаганда этих смешанных браков. У людей постепенно ослабевает чувство принадлежности к собственной исторической общности. Понимаете, у нас тоже, что мы не бурят-монголы, мы не монголы, мы якобы какие-то россияне, и даже кто-то себя считает русским. Следующий пункт. Демографические изменения, переселение населения. Да, к нам вот активно завозят русское население. Завозили и завозят. Поощрение миграции из центра. Да, 100% про нас. Иногда вытеснение части местного населения. Да, вот когда буряты, ну и сейчас, да, то, что происходит, это же тоже, по сути, вытеснение части, кто не хочет на войну идти. И 100 лет назад, когда буряты уходили в Монголию, это тоже то же самое было. Следующее. Использование местного населения в интересах центра. Да, призыв в армию. Почему буряты вообще должны воевать за русских, за русскую армию? Потому что мы оккупированы территорией. Призыв в армию. Использование трудовых и природных ресурсов. Да, это у нас 100% происходит. Приоритет интересов центральной власти над интересами региона. Все пункты, которые я зачитал, я, конечно, обязательно все это опубликую, но какой пункт не возьми, все говорит о том, что мы оккупированная территория. Но это и все и так понимают, но просто я вот вам все пункты зачитал, чтобы вы знали все эти определения. Я их еще обязательно опубликую. Так что знайте и понимайте. Ну, а в целом я что хотел? Понимаете, мы, еще раз послушайте, буряты, мы оккупированная территория, оккупированная республика. У нас нет своей власти, у нас нет своей армии, у нас нет своей экономики, у нас нет ничего. И даже когда будет разваливаться Рашка, мы без подготовки мы не сможем ничего взять, абсолютно. У нас даже идеологии никакой нет. Понимаете, вот с какими месседжами, с какими лозунгами выйдут люди на улицу. Это люди, смотрите, вот мы все время жалуемся, да, ЮНЕСКО, вот, бурятский язык, это исчезающий язык, ЮНЕСКО принял и так далее. Мы всегда, знаете, смотрим с позиции не хозяев своей республики, своей земли, а с позиции того, как видят нас русские, да. То есть вот вы куда-то там жалуетесь, в ЮНЕСКО, в ООН, но по большому счету всем будет пофигу, да. И никто нам не поможет, ни ЮНЕСКО, ни ООН, вообще никто. Ну да, они зафиксируют, да, скажут, это плохо,
Русские так не делайте. Русские что-нибудь будут делать? Нет. Если русские захотят, они будут бомбить. Вот как Украину бомбит. Почему? Вот наверняка куда-нибудь там писали, да, украинские органы. Ну, в Украине есть своя власть, есть своя армия, есть идентичность. Их историю они восстанавливают, да, которые им переписали. Вот сейчас они пантеон своих героев. Они, понимаете, они с опозданием, но они все это делают. У нас вообще нету ни хрена. У нас вот полная... У нас даже идеологии никакой нет. У нас люди даже не осознают, что они буряты. Даже кто на бурятском говорит, еще что-то, но мышление-то у него все равно, как сказать, оккупированного человека. Он даже вот эти пункты, которые я зачитал, я обязательно их опубликую. Понимаете, насколько на самом деле это сложно. Да, я понимаю, надо делать еще более какой-то хороший материал, не эти стримы проводить, надо там шортс или еще что-то. Но на все на это надо время. Плюс на меня уже и так дело заведено, еще какое-то там террористическое. То есть, понимаете, мне же надо все равно как-то не так, чтобы постоянно, как сказать, как это, непостоянную, как сказать-то, усиление, да, я забыл это слово. Это тоже как бы неправильный вариант. Мне же, чтобы новые люди, зрители смотрели, надо, чтобы они смотрели не человека, который там на эмоциях что-то такое говорит, да, а такого спокойного, размеренного человека, который говорит про право, про историю и так далее. Тем более люди теперь-то тем более будут бояться, да, когда узнают, вот, с приговором или еще что-то. Ну, с другой стороны, это для части населения это наоборот хорошо. Это, как сказать, значит, вот человек действительно этим занимается. Некий знак качества, да, получается. Вам надо развивать свой язык, свою культуру бурятскую, рассказывать правдивую историю бурятов, рассказывать правду о оккупационных войсках царской советской Москвы против бурятов. Да, согласен полностью. Просто пока, понимаете, смотрите, пока наши живут, к сожалению, еще в русской пропаганде. Они же, как сказать, понимаете, я скорее исключение из правил, чем, как бы сказать, статистика, потому что они, может быть, и не выступают против, как сказать, скорее они больше поддерживают, наверное, сейчас, да, Рашку в ее войне против Украины. Надо это тоже понимать. Да, они простые люди или еще что-то, потом они что-то будут говорить, да, вот мы там не знали или еще что-нибудь такое. Но пока-то надо понимать, что они все равно, понимаете, они думают как? Вот у нас проблемы из-за того, что там Украина не хочет сдаваться, у них проблемы с бензином, с электричеством, с ценами или еще что-то. Вот Европа. Понимаете, они все равно пока подвержены этой пропаганде. Причем самое это ужасное в этой истории в чем? Наш народ, бурятский и другие народы, это тот же самый оккупированный народ, когда-то, как сейчас Украину, да, вот бомбит, то же самое, понимаете, это вот самая ужасная история в чем? И они никак это не хотят ни осознать, ни принять, ни слушать даже, понимаете, у них пока закрыты уши, они не хотят ничего этого знать, потому что их так воспитали с детства, им сложно это принять пока что. Надо как-то это доступно делать или еще что-то. Но пока это какая-то, знаете, такая тяжелая вообще работа. Знаете, я еще вот недавно думал, такая у меня дурацкая мысль, да. Ну, блогинг, он разный, да, бывает. Я просто какого-то блогера смотрел, ну, кто-то там вайны, скотчи снимает. Я думаю, как я вообще попал в самую, понимаете, деньги не приносит, да. Одни проблемы из этого, ну, по сути, да, уголовное дело или еще что-то там. Врагом государства стал. Это, понимаете, вот, как бы сказать, какой-то антиблогинг. Ну да, занимаясь, конечно, нужной работой, просвещая население. Но он же должен какую-то пользу тоже мне лично приносить.
Ну, видимо, это, как сказать, моя инвестиция в будущее. Потом я получается, альтруист. Делаю что-то из хороших побуждений за просто так. Ну, да, ну как просто так-то уголовные дела шьют. Такие дела. Ладно. М, Пока, несмотря на то, что, понимаете, вот это надо зафиксировать. К сожалению, несмотря на то, что 4 года войны идет, проблемы с инфляцией, проблемы с интернетом, ограничением в Бурятии в той же самой, проблемы с бензином. Но пока они не готовы принять это, да, то, что, ну, даже, наверное, мои самые какие-то очень хорошие знакомые не готовы пока. Понимаете, они даже по большому счету не считают мою работу ценной, да. Они думают, ну вот, типа, что-то там болтает, еще что-то делает. То есть они вообще не понимают, зачем я все это делаю даже. Понимаете, это вообще. Наши буряты, по сути, не хуже зомбированные, чем русские, получается. Вот что для меня неприятно. Мне все-таки казалось, что есть у них какое-то. Ну, не все, конечно, но большие массы. Поэтому, видимо, они будут просыпаться, как сказать, вместе со всеми, что ли. Я думаю, этот процесс у наших пойдет быстрее. Но опять же, понимаете, здесь нельзя списывать работу ФСБ. Да, они большую работу делают. Они понимаете, это не работа, которая началась в 22 году. Это работа, которая началась 100 лет назад. Когда они вот вторую инфильтрацию проводили, это то же самое и во всех республиках было. Вот Азербайджан, Армения, Украина, Беларусь, везде одно и то же. Тыва, Саха, Чечня. Везде среди элит местных они инфильтруют и заставляют работать в своих интересах. И получается, там такая, как бы сказать, есть вымышленная оппозиция, понимаете? Вот есть якобы власть, а есть оппозиция. Но, по сути, они все, и те, и другие служат одному хозяину. Вот те люди, на которых они полагались, чекисты, при революции, при оккупации, ну, как бы сказать, переподчинении Бурятии, да, она и так была оккупирована. Но на тот момент, когда распад Русской империи был в 17 году, ну, якобы мы заново входили же в состав Советского Союза. Ну, конечно, это была тоже оккупация на самом деле. Ну, те кадры с тех лет еще до сих пор, их внуки до сих пор работают, понимаете? В 90-х годах на них тоже полагались. То есть, когда, это, понимаете, настолько вражки это все отточено на самом деле. Все это так хорошо продумано, сделано. Даже смотрите, вот когда распад Совка произошел, но они все равно всю свою агентуру заслали же. Их потом откуда-то, как с Азербайджана, как сейчас с Украины выпинывают со стран Балтии, а где-то они до сих пор и сидят в некоторых республиках. Поэтому это очень сложно, понимаете, это на протяжении сотни лет, как минимум, да, вот эта вот агентура сидит, и еще хуже того, что они внушают свою идеологию. И с этим всем сейчас бороться, это вообще, это очень тяжелая работа на самом деле, неблагодарная по большому-то счету. Не то чтобы неблагодарная, но еще и опасная, по сути-то. Ну что сделаешь? Поэтому это очень все тяжело. Кажется, как будто, знаете, никакого просвета нет, но все равно надо продолжать, надо что-то делать потихонечку. И смотрите, они, конечно, заранее предполагали, что часть народа в 22 году не примет войну. И вообще, когда будет мобилизация, они же ну, на это тоже думали, продумывали. Вот сами подумайте, ФСБ, да, у них, по большому счету, огромная перед ними стоит задача. Какая? Сколько оккупировали они территорий, сколько оккупировали народов. Все эти народы надо удерживать постоянно. Постоянно нужно вести
мониторинг, вычислять, чтобы у людей не проснулось самосознание. А, Появляется какой-то человек, да, который хоп-хоп начинает думать, а что это я бурят, почему я историю там Руси изучаю, что это такое вообще, да. Надо сразу, если он начинает, как бы сказать, в публичное поле вылазить, надо его сразу хоп, хватать и все, и террористом объявить или еще что-то. Ну, то есть такую работу проводить. Постоянно они за этим следят. Каждое новое поколение они должны контролировать, следить, чтобы народы ни в коем случае не обрели самосознание, не вспомнили, кто они, свою историю, не обрели идентичность. То есть, и постоянно огромные деньги вливаются в пропаганду. Памятники строят, в СМИ пропаганда. Ну, это огромные средства, огромная работа. Вот основная задача, да, можно сказать, всего русского государства на самом деле в этом тоже состоит. Не только в том, что они продают свои ресурсы, но и в удержании всех народов. Представляете, сколько народов, да? Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Саха. Это огромная территория, которую надо удерживать. И они только такими жесткими, брутальными методами, да, они же специально все это показывают, ролики выпускают, как они там ломают и так далее, чтобы у людей был страх перед ними. Но на самом деле, то, что они вот это вот показывают, силовые эти захваты, все не самое главное. Самое-то главное это то, что их методы манипуляции, как они переписывают историю, перевирают, как у них, насколько они хорошо подготавливают свою агентуру, которая будет внушать нужные нарративы, доносить. Понимаете, это огромная работа машины пропаганды. У них заранее, вот понимаете, вот как 8 лет вот это появился, это же все заранее продумывалось, понимаете? Это же не так, что они за один день. То есть они, смотрите, вот как ставят задачу. Вот принято решение у них, да, не спонтанное какое-то решение, а не то, что вот, типа, знаете, Путин там говорит, и там на Совете Безопасности кто-то против, там или еще что-то. Нет, конечно, ни хрена подобного. Все заранее было. Все знали, что будет война. Заранее ставится задача, и сидят аналитические большие отделы, которые думают, как они будут вот эти нарративы доносить до населения, чтобы население не могло сопротивляться, да. И вот они начинают, вот там распятые мальчики, потом 8 лет бомбили Донбасс, и вот это вот все вкидывают, да, когда начинается война, сразу они вкидывают, появляется куча ботов, начинают они агрессивно писать, доказывать. То есть их самое главное это убедить население в том, что война правильная, война хорошая, и вот надо просто ничего не делать, и все, и согласиться с этим. Понимаете, это вот огромная машина пропаганды, манипуляций, обмана, которая работает, в нее вложены огромные средства. Это вообще самая главная задача русского государства, вот это вот пропаганда, манипуляция. Потому что они больше ничего и не делают, они же ничего не умеют руками. Это понимаете? Это вот есть же, смотрите, вот люди, да, которые... Ну вот есть кто-то, кто работает руками, да, там что-то делает на заводе, да, ну вот как мы здесь, да, в Корее. А есть те, кто умеет просто уши запинывать и все. И ничего сами не делают. И за счет этого как-то прорываться. Вот Рашка это тот случай. То есть они по большому счету же сами ничего не производят. Машины не делают, компьютеры не делают. Для этого, для того, чтобы что-то делать, понимаете, нужно, чтобы у тебя было не такое оглупленное, беспонтовое население. Понимаете, смотрите, вот как все устроено на самом деле. Рашки и не нужно никакой, по большому счету, Рашки и не нужно большое население, по сути. Зачем? У них там огромные запасы нефти, им нужно там миллионов 10-15, чтобы трубу обслуживать и все. Поэтому им так, по большому счету, вот у них лозунг такой, баба еще нарожает. Им насрать на самом деле, хоть 10, хоть 20 миллионов. И даже им на своих русских-то тоже плевать, по большому счету. Ну, в первую очередь, конечно, они бы хотели избавиться от всех наших народов, а уже потом от русских.
Так что это, понимаете, вот эта вот мафия, у которой есть одни понты, есть ядерное оружие, и вот эта вот огромная машина дезинформации, пропаганды и манипуляции. Вот все, что они умеют. И видите, их война, их армия тоже фейком же оказалась. А если ты хочешь создать какое-то общество, которое может что-то делать, может что-то создавать, какие-то телефоны, но тебе надо это общество развивать, понимаете, хочешь ты этого или нет, какие-то деньги вкладывать, понимаете, что-то делать. Но если ты этим займешься, то это общество начнет создавать какие-то гражданские институты, объединяться начнет, создавать профсоюзы какие-то, требовать выполнения своих прав, понимаете? Это так тяжело для ФСБ становится. Они думают, а нахрена нам это надо? Это вот какие-то там менеджеры, какие-то строители, какие-то инженера будут объявляться, будут объединяться, будут что-то там требовать, будут нам указывать. Да пошли они в жопу, они. Вот так же думают силовики, да? Они же захватили эту власть не для того, чтобы с кем-то делиться, понимаете? Они же думают, вот, как сказать, мы там типа соль земли, самые лучшие, только мы как знаем, как лучше. Ну, на самом деле, это тоже, понимаете, самообман, на самом деле. Эти ФСБ, они, как бы сказать, сами себя убеждают в том, что они вот якобы какую-то хорошую работу там делают, да, якобы спасают, хотя сами всех провоцируют, нападают. И понимаете, это тоже какая-то у них... Почему это все переходит в оккупацию, понимаете? Смотрите, человек так устроен. Когда у него есть все, у этой структуры, да, у этих людей есть вообще все. У них огромные средства, недвижимость, денег хоть жопой жуй. До войны они могли ездить хоть куда. У них вообще все было, все, что пожелаешь. Деньги, квартиры, машины, любовницы, любовники. Все. У этого Путина, да, тоже вот, ну вообще желать больше нечего, понимаете? Но человек такое существо, что ему всегда мало, ему надо, понимаете, вот от жиру бесится, да. И тогда вот начинается, как сказать-то, это же не желание, по большому счету, всего, да, населения-то. Ну, населению-то на самом деле насрать, там идет война, не идет. Ну, конечно, если идет, то свои худшие качества проявить, это да. Порадоваться, что что-то оккупировали и так далее. Но по большому счету они бы и без войны прожили. Но вот этим вот людям нужно куда-то свое эго, да, нужно как-то показать миру свое, как бы сказать, величие, да, и начинается вот это вот оккупация чужих территорий. Причем они хотели все это сделать тихо, быстро, в формате полицейской операции. Ну, типа думали, что они это умеют своими методами, да, то есть они думали, что они там подкупили все население, оно вообще им лояльное, свою агентуру, вот эти типа Латынина и так далее запустили. Думали, все у них быстро получится, а вот хрен тут. Русский военный корабль пошел нахер. Такие вот дела. И после этого все это стало мемом, да, русские своих не бросают, там, что там, русские не сдаются. Но это уже, как сказать, просто стало мемом реально все эти выражения. Просто смешно. Такие вот дела. Поэтому, видите, вот эта вот структура, это, понимаете, вот как есть же касты в Индии. Вот это вот касты этих охранников, так скажем, да, служб безопасности, которая захватила все государство и которая решила, что оно и есть государство, что ему вообще больше ничего не нужно. Ну, вообще-то в Рашке так всегда и было, по большому счету, из-за чего все у них все войны-то. И понимаете, вот в чем проблема? В оккупацию попасть, по большому счету, легко. Вот выбраться из нее, это вообще капец. Представляете? Я уже какое поколение, рожденное в оккупированной Бурятии, в которой уже активно вытеснялся бурятский язык,
переписанная история была. Я же не ходил в школу бурятскую, где бы преподавали бурятскую историю на бурятском языке, где был бы президент бурят, где была бы своя внешняя политика, где были бы, ну, бурятская служба безопасности, допустим, да. Этого ничего не было. Я уже родился на оккупированной территории, и с самого детства мне промывали мозги через русские фильмы, через русскую литературу и так далее. И внушали нам, что вот вы там добровольно вступили в Рашку и так далее. То есть я уже на оккупированной территории родился. И представляете, как сейчас это сложно тем людям, моим ровесникам, кто помладше, кто постарше, говорить. Понимаете, они же будут думать, ну, типа, он что-то у него не так с головой, да. Я им встречусь и буду говорить: слушай, ты понимаешь, что мы на оккупированной территории живем? Что вот все твое представление о мире, все это ложь, которую тебе с детства внушали через детский сад, школу и так далее. Понимаешь, что ты в оккупированной территории? Он долго будет со мной, такой человек, разговаривать вообще? Нет, конечно, он подумает: нахрена мне все это надо с тобой здесь стереть, да, у меня там своих проблем, у меня там работа или еще что-то. То есть это очень сложно, понимаете, донести до людей. Это как делается-то? Через государственные институты, через СМИ, через кино, через акции. То есть это должно все быть на государственном уровне. Так из подполья работать очень тяжело, понимаете? И я вот тоже думаю, вообще, это, понимаете, это как какая-то гигантская какая-то ноша, понимаете, вот этим вот заниматься, понимаете, это непростое дело. Чем больше времени проходит, да, с начала войны, чем больше я узнаю подробностей, как другие народы оккупированы, как в других странах это было, в той же Корее, понимаете, тем мне кажется, что это вообще, это что-то очень тяжкое, большое, понимаете. Ну, я сразу как бы сказал, я буду делать то, что в моих силах, возможностях, как-то так. И в том темпе, в котором я могу работать. Такие вот дела. Так что, понимаете, смотрите, это тоже большое заблуждение, что вот Рашка начнет распадаться, и Бурятия тут же получит независимость. А как она вообще получит независимость? Как? Смотрите, наши люди, у них нет бурятского самосознания, идентичности. Они не могут сформулировать мысль, с какими лозунгами они выйдут. Вот понимаете, вот смотрите, в Украине, на Майдане, да, у людей было требование, были лозунги. У нас-то нету никаких лозунгов, требований, еще чего-то. У нас нету, потому что своей какой-то прослойки, которая будет требовать своих прав и так далее. То есть в этом плане ФСБ очень активно работает, внедряя своих агентов влияния. Это очень тяжелая работа, на самом деле, сформировать идеологию. Даже не то, чтобы ее сформировать, а просто, чтобы люди вспомнили, кто они, что они буряты, что они не русские никакие, что мы в оккупации. Вот эти вот хотя бы тезисы, чтобы не так, чтобы, знаете, вот я сказал, люди послушали и тут же забыли, а так, чтобы это до них дошло. И чтобы они хотя бы через какое-то время очень маленькие какие-то действия начинали делать. Начинали что-то хоть маленько делать, как-то объединяться, как-то помогать таким людям, да, как я, или еще что-то. Понимаете, пока от них полное равнодушие на самом деле. И еще, знаете, я вот убежден, что с вот этими именно бурятами, агентами влияния, ну, тот же БНД, даже если я и встречусь, на самом деле ничего не будет. И если с ним даже вот так, как сказать, откровенно поговорить, знаете, вот я их точку зрения знаю. Вот их точка зрения. Они как говорят? Вот что они мне говорили и будут говорить. Ну ты же понимаешь, что будет как в Чечне, будет как в Украине, будут Улан-Удэ бомбить. Они скажут: да, мы агенты влияния, они так скажут. Да, вот мы этой работой занимаемся. Но почему? Потому что нужно, чтобы
всех бурятов не убили. Вот так они будут говорить. Ну, ты же видишь сам, скажут. Вот на примере Украины, что там делают русские. То же самое будет и с бурятами, они также скажут. Вот как с чеченцами, так же и с бурятами будет, и с Саха, и с другими народами. И вот они якобы оберегают бурятский народ от полного исчезновения. И они считают, что это их миссия. Вот их точка зрения, понимаете? То есть они не считают себя предателями, коллаборантами и так далее. Они считают, что они такую миссию несут. Ну, в какой-то мере, конечно, это действительно так оно и есть. Но с другой стороны, понимаете, если... Надо еще одно понимать. Видите? Это же максима на самом деле, да, то, что русские обязательно уничтожат всех бурят. Если, смотрите, будет момент, когда все народы действительно подготовятся, когда Украина, как сказать, удастся с ней какой-то диалог наладить, то, что она будет военной помощью помогать в освобождении, да, всех народов. Понимаете, сейчас, видите как, Украина борется только за себя, по большому счету. Ну да, косвенно, конечно, она тоже играет и на нас, на другие народы. Но по большому счету такой вот прямо задачи у Украины нету, чтобы спасать бурятов, там, спасать Саха или еще у кого-то, да. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Просто, видите, если это так, как сказать, удачно получится и будет такой, как сказать, ситуативный союзник, да, в лице Украины. Ну, просто кто другой еще будет сейчас воевать с Рашкой? Кому это надо? Китай, что ли, или там США? Никто не будет с Рашкой воевать вообще. Просто Украина находится в состоянии войны, поэтому она может помочь как бы в моменте, и все. Вот как-то так. Это единственный вариант вообще, что у нас что-то получится. А другого варианта особо и нету, понимаете? Сами народы не готовы к этому вообще. Надо же, чтобы массы это захотели. А как массы захотят, если у них нету никакого мировоззрения, нету никакого сознания, нету никакой идентичности, понятия даже. Они же живут в российской идентичности, несмотря на всю войну и так далее. Так что это очень тяжелое, вообще с людьми вообще тяжело работать, а тем более с взрослыми. Поэтому, в общем-то, все революции всегда делали молодежь, студенты, у которых пока еще не сформировано что-то. Такие вот дела. Ну и которые готовы вообще за что-то бороться, идти делать. Сколько наберется вот таких вот 30, 40, 50-летних мужиков, которые пойдут и будут, допустим, на площади Советов. Понимаете, еще смотрите, это же миф, что мы сможем потом в будущем, вот, допустим, все, Рашка закачалась, начала распадаться якобы, да, и вот ФСБ такие, ну все, мы тут лапки кверху, да, и это у ФСБ Бурятии имею в виду, якобы они все там, как сказать, лапки кверху подняли, сдаются или еще что-то. Вы что думаете, они будут сдаваться? Нет, конечно, они будут также и удерживать контроль над всей республикой. Их задача-то в чем будет? Переждать, пока время, да, тяжелое, но удерживать контроль по возможности. И я думаю, если ничего не делать, то они его и удержат. Да, конечно, они заставят Цыгенова там говорить на бурятском или еще что-то, заставят какую-то там типа вольницу дадут чуть-чуть бурятам, еще что-то, каких-нибудь агентуру зашлют на площадь Советов, те покричат там буряду туракша, там, да, еще что-то. Ну, то есть сымитируют, но контроль над управлением республики останется в их руках. Понимаете? Это как опухоль головного мозга. Если ты вот это вот у ФСБ из Республики Бурятия, из этого тела не проведешь хирургическую операцию и не удалишь его оттуда, понимаете, ничего не изменится вообще. И все правительство, и иллюстрацию не проведешь. Понимаете, это орган, который управляет мозгом, которого, как бы сказать, затуманен, да, или которого, может быть, даже и нет. Это вот как есть же
Last of Us игра, где там кардицепс или кто ли там был. Какой-то грибок, короче, который завладевает телом человека, и тот помимо своей воли действует. Вот то же самое с оккупированной территорией. Наши буряты и другие народы, они просто выполняют волю чужих людей, русских оккупантов. Вот так вот. Так что договориться с ними ни за что не получится. Вы что думаете, с агентами ФСБ есть какой-то диалог? У них своя жесткая идеология есть, да? Они никогда не будут ни с кем договариваться. У них только в отношении других людей, ну, как бы сказать, они считают себя элитой, да, два взгляда. Либо кто-то на них работает, да, человек, ну, который представляет для них интерес, либо это их враг. Все, у них только два состояния. С ними о чем-то договариваться или еще что-то. Конечно, они как мастера манипуляции, обмана. Может быть, они что-то вам там и поговорят с вами, что-то пообещают, да. Ну вот представьте такой вариант. Вот типа распад начался Рашки, да, еще что-то такое. На Кавказе началась война, и в Бурятии вот собрались какие-то ребята, которые пришли и говорят, вот мы требуем, чтобы в Бурятии увеличилось... Ну, не придут же люди, вот сами представьте, завтра, да, вот началось все это, и, во-первых, они сами это возглавят, да, чтобы, как сказать, они для себя определят уровень дозволенного, да, каких-то своих агентов зашлют на площадь, да, с этими, с плакатами, транспарантами, и сами будут еще следить, кто там, сколько людей приходит, сколько их поддерживает, кто там, да, наружное наблюдение вести и так далее, через камеры смотреть, анализировать, смотреть вообще, да, как что заходит. Потому что все равно население-то инертное так и останется на самом деле. И вот будут требовать там, чтобы увеличилось количество часов в школе, изучения бурятского или еще что-то. Ну, какие-то такие требования будут. То есть, понимаете, сами же наши люди не выйдут и не будут требовать независимости, да. То есть, таких людей сразу начнут... Они это очень хорошо умеют изолировать, да. Будут врываться в толпу этих людей, кто там кричит, вытаскивать, и все, остальная толпа будет стоять, как бы сказать, обезоруженная. То есть, понимаете, еще, чтобы бороться с вот этой вот полицейской ФСБшной организацией, надо тоже их методы работы знать, понимаете, это тоже не так все просто. Там не получится такого, что ты на мирный митинг вышел и с ними договорился о чем-то. Ну, это 100% не получится. У них миллион методов, как вас блокировать, как вас обезвредить, как вас, в конце концов, обмануть, надуть. У них, понимаете, настолько отточено это все. Они это за века, да, все это отточили, как надо. Они все это прекрасно знают, как манипулировать, как обманывать. И с этими ребятами, знаете, ни о чем не договорились. Еще причем, знаете, я почему об этом говорю, когда люди выйдут и будут требовать соблюдения там, чтобы увеличили количество часов бурятского, да, то есть вот такие маленькие требования будут. И то, я думаю, это будет сама же, как бы сказать, такая провокация ФСБ. То есть своих же зашлют, ну, это могут быть и буряты, но такие, чтобы выявить, кто пришел, сколько поддерживает и так далее, да. То есть они будут проводить свою спецоперацию. Как-то так. Поэтому, понимаете, вот о чем я говорил. Пока физически это у ФСБ там будет существовать в Бурятии, и правительство, да, это назначенное, ну, ничего не поменяется. Как этого добиться, я вам готовых рецептов не могу дать. Я что, специалист по спецоперациям, специалист по каким-то другим вещам? Нет, я простой, на самом деле, блогер, режиссер, но
с пониманием просто, да, как оно на самом деле устроено. И, понимаете, ну, если бы я был человеком, который занимается этими спецоперациями, ну, конечно, я бы в эфире все это не говорил. Я бы вообще никакую публичную работу не вел бы, этим не занимался бы, потому что это все дела надо хранить в секрете, естественно. Понимаете? Ну, это же закрытая информация. Там на, в общении даже телефонов не должно быть, понимаете, чтобы ты все это обговаривал, чтобы тебя раньше времени не закрыли. Это же, как бы сказать, опасная для жизни деятельность. Такие вот дела. То есть, понимаете, там дураков нету. И среди нас тоже не должно быть дураков, которые, как сказать, наивные такие, думают, что вот мы там выйдем на мирный митинг, ФСБ нас послушает, и все, и лапки поднимут, и там куда-то уйдут. Ну, конечно, этого не будет. И, понимаете, у них информация всегда раньше появляется про топливный кризис, про все дела, про мобилизацию. Они же все заранее знают. Более того, им спускается сверху руководство руководство к выполнению. То есть там все продумывают аналитические отделы. Все заранее это все делается, формируется. Это огромная машина, аппарат, который очень хорошо слаженно работает, который очень хорошо финансируется, понимаете? И про распад они тоже будут заранее знать. Видите, когда совок разваливался, они же сами и создали вот это «Эхо Москвы», НТВ и так далее. Вот эти вот Ходорковские, они же не вчера появились, и не сегодня. Это еще в 90-х годах, понимаете. И тот же наш этот Дажо Дугаров, да, который там с Ходорковским работал, в «Открытой России» ходил. Это же тоже не сегодняшний, не вчерашний. Это все еще с тех лет, понимаете, все длится-то. И тот же Хомутаев, и этот БНД. Понимаете, пришло время, они стали актуальны. До этого их пока не слышно, не видно было. Вот, агентура, резидентура. Вот так она и готовится. Так все это и делается. Очень заранее. Все время это их спонсируют. Живут они, знают свою миссию. Знают, что в свое время они станут востребованы, нужны. Ну, не своя собственная идеология есть. Вот такие вот дела. И понимаете, вот я блогер, у которого ни хрена нету, телефон есть, да, и вот веду такую... Это, понимаете, мне даже самому смешно, что вот с такой огромной махиной, как сказать, я вот со своим блогом что-то пытаюсь туда противостоять. Ну, это, как сказать, это то же самое, что вот завтра Рашка начнет типа разваливаться, и вот люди выйдут с плакатиками, да, и скажут, мы там... Они даже не напишут, мы хотим независимость. Это я бы там вышел, да, или еще что-то. Но я боюсь представить, сколько еще людей выйдет вместе со мной. Понимаете, это же надо, чтобы, ну, хотя бы 500 человек, ну, ладно, 500 загнул я, да, там, ну, 50 человек, да, хотя бы, чтобы вышли точно те, которые не обосрутся и не убегут никуда, когда менты придут. И понимаете, мы же еще должны, как сказать, ну, короче, сами понимаете, да, как все это выглядит со стороны. Понимаете, когда я смотрю, что у чеченцев там такая огромная работа уже проделана, да, представительство у них есть свое, правительство в изгнании, свои батальоны там воюют в Чечне. У нас что есть? Вот я веду блог свой, да, с телефоном. Это просто вообще... Ну, конечно, надо расти, я понимаю, тоже самому развиваться и так далее. Но, опять же, понимаете, значит, запрос у нашего бурятского населения настолько низкий, к сожалению, да, пока что, по крайней мере, что, ну, вот это на таком уровне все происходит. Понимаете? Такие вот дела.
Пока это все, да, как детский лепет какой-то выглядит. Да, это, конечно, грустно и смешно с какой-то точки зрения. Но вот как оно есть. Россия тюрьма нации. Ну да. Хорошо бы объединить все оппозиционные силы Бурятии, тебе, Баир, возглавить это движение. Но в том-то и дело, что у нас нету никаких оппозиционных. ФСБ само и делает эти оппозиционные силы, вот как этих Навальных и так далее. Понимаете, Илья Яшин, Ходорковский. Они, понимаете, это вот как бы такая игра идет. Вот есть якобы власть, а есть якобы оппозиция. А тот, кто независимый, его не видит ни те, ни другие. И ты, как бы сказать, в каком-то таком безвоздушном пространстве как будто бы находишься. Ну, конечно, у меня есть аудитория, люди смотрят. Но, видите, эту же оппозицию-то само ФСБ спонсирует. Вот такая вот история. Понимаете? Да, Ходорковский как будто бы отсидел 10 лет, но, понимаете, он стартовал-то с чего? Вот в 90-х годах 5-е управление КГБ его и под него. Кто знает, как он там сидел. Может, он вообще нормально сидел. Поэтому... Ну, либо знаете еще как. Вот как сейчас Трабера же арестовали. Ну, по-настоящему вроде как арестовали. То есть, видите, ты можешь быть своим тоже, да, человеком, но, как сказать, немножко, как бы сказать, забылся, типа, да, что ты часть системы. Вот они таким образом, ну, кого-то совсем наглухо, да, там, ликвидируют, короче, а кого-то наказывают, кого-то они сажают, кого-то просто от должности отлучают. Но, ну, вот как-то так. Я думаю, может быть, в какой-то момент Ходорковский, может быть, попал в опалу какой-то, но сейчас он явный имперец, выступает против распада и активно, как сказать, в европейском инфополе вся его команда присутствует, и ну, явно это не просто так, как сказать, его какая-то собственная инициатива, откуда он там деньги взял или еще что-то. Я еще, знаете, думаю, что все это спецслужбы других стран прекрасно все это знают. Но относятся к этому, как сказать, нормально, наверное, что ли. Ну, по крайней мере, ничего не делают. Причинно-следственные связи неуклонны. Путин идеальный продукт русского народа, а не наоборот. Ну, сам русский народ я бы не стал так прямо из них делать. Да, безусловно, в их есть понятие великорусский шовинизм или еще что-то. Да, все это, конечно, есть. И я понимаю, ну, если вы украинец из Украины, девушка, конечно, вот это вот ненависть и так далее. Ну да, конечно, как к фашистам по-другому относиться. Но именно, видите, с людьми, с народом-то надо... С народом, в общем, очень тяжело воевать. Именно с самими людьми. И самих людей, как сказать, обзывать-то это тоже не то, я думаю, что ли. Немножко сбился с мысли. Ладно, сейчас чуть-чуть позже с этого сформулирую. Скорее всего, будет как в 90-е, РФ сама развалится, так как не сможет содержать регион. Но в том-то и дело, что она не содержит регионы, это мы их содержим.
Это же вообще огромное заблуждение, что как будто бы РФ кого-то содержит. За счет кого они существуют, Тарашка? За счет Татарстана, Башкортостана, Саха, Бурятии. Ресурсы у русского народа на самом деле нету никаких ресурсов. Они все воруют у нас. Но при этом, понимаете, это как надо было промыть нашим народам мозги, что они думают, что вот те, кто нас оккупировал, якобы о нас заботятся, якобы нас от кого-то защищают. Это, понимаете, это вот гениальность, да, какая у ФСБ, у этой структуры, которая взяла, полностью перекрутила мозги людям, и все, и они теперь вот думают, что якобы русские бурятов защищают или еще что-то. На самом деле обворовывают же нас. Ну, я глобально говорю про русских, русское государство. Потому что для нас русские это точно никакие не друзья, не соратники или еще кто-то. Для нас это оккупанты. И это, понимаете, это же тоже огромный корень противоречий в будущем. Вот Бурятия будет освобождаться, но мы же будем восстанавливать историческую справедливость. А представляете, как русское население наше будет этому сопротивляться? Они же будут жить в своей картине мира, в той истории, которую придумали для них чекисты. Они будут думать, что вот они якобы что-то строили там для бурятов, якобы дали нам образование, еще что-то. То есть у них совсем другая картина мира в голове будет. И они не будут нас принимать. Они будут считать, что... ну, относиться к нам, короче, как к каким-то недоразвитым. Это вообще... Это знаете, как сложно это все будет в тот момент изменить. Это, во-первых, смотрите, это надо каким-то образом... это какие огромные задачи перед бурятским народом стоят. Если это... я честно, вот сейчас я не знаю, мы способны с этим справиться, но надо надеяться на это. Это нам надо как-то убрать вот эту вот опухоль, да, в виде ФСБ из головы, из нашей, да. Ну, просто вообще устранить его, чтобы его не было. Кого-то посадить, кого-то просто расформировать, еще что-то такое сделать. Чтобы этого ФСБ больше не было в Бурятии. Это правительство все разогнать, иллюстрацию провести. С русскими как-то попробовать, я не знаю как, но это надо тоже как-то договориться, чтобы у нас не было там кровопролития, какой-то войны там. Но это такие, это, честно говоря, такие грандиозные какие-то вопросы, на которых у меня, вот, знаете, я знаю, что это надо все решать. Как это делать? Я вот не могу вам ответа дать. Это надо, чтобы, понимаете, огромные массы нашего народа бурятского сделали над собой большое усилие, которые готовы были бы жертвовать собой ради этой освободительной борьбы, которые готовы были бы очень много работать потом в будущем на благо Бурятии. Это, понимаете, это надо, чтобы народ просто взял и захотел все это делать. Не из-под палки, а по-настоящему. Такая вот огромная вообще стоит работа для того, чтобы наш народ состоялся как народ. Они были просто оккупированным народом, который, понимаете, сам себя уже забыл и, как сказать, даже с плакатиками никуда на площадь выходить не хочет, защищать хотя бы там язык или еще что-то. Настолько, понимаете, нас мозги нам засрали, что это очень тяжелая работа. Это масштаб, понимаете, это, ну, для меня, для моего сознания, это пока это какая-то огромная вообще задача стоит. Как ее выполнить, я не могу вам это дать ответ. Такие вот дела. Наконец вижу адекватных братьев-украинцев, которые за мир и против этого без ненависти. Соровские деньги. Надо уничтожать пропаганду русского мира в своих мозгах для начала, потом для всего народа. Ну, я согласен, но понимаете, единицы пока что, к сожалению, среди бурятов,
которые, ну, хотя бы, это, понимаете, это так даже сложно. Понимаете, наши буряты не осознают себя отдельным народом. Это вот печально вообще. То есть, понимаете, смотрите, они себя все равно осознают как часть какого-то вот большого типа российского народа, вот этого проекта якобы, да. Некоторые до сих пор думают, что они там проект какого-то Советского Союза или еще что-то, советские люди, вот это Homo Советикус. Понимаете, это и таких людей куча до сих пор. Как их перепрошить-то? Это сложно, они уже взрослые люди, их невозможно изменить, это только молодежь надо менять. Как? Это для меня вопрос решаемый. Это я понимаю прекрасно, потому что в сфере образования работал. Это легко. Программа обучения новая пишется, составляется, утверждается, запускается по школам. Полностью переходим на бурятский язык, изучаем, нанимаем историков. Ну, среди бурятов желательно найти, конечно, историков. Надо еще понимать, что, понимаете, нашу историю же за столько веков, пока мы под оккупацией были, скорее всего, первоисточники были уничтожены, а ту нужную историю написали. Это надо все, во-первых, аналитику провести, посмотреть, где явная фальсификация идет. Ну, то есть это такая какая-то вообще огромная работа на самом деле, но которая решаемая по большому счету. Это то, что дальше, после обретения независимости, это все более-менее легко. Особенно в сфере образования. Для меня, по крайней мере. Вот то, что, как бы сказать, до, вот это вот сложно. Учитывая то, что сам народ, пока он в таком анабиозе каком-то находится. Вот это тяжелая история. Надо поддержать. На бурятском языке не поедешь получать образование в Москву, не закажешь доставку, не сможешь общаться на что там, на работе, молодым не смысла его учить. Ну, понимаете, это же мышление оккупированного человека. А зачем тебе ехать в Москву, если твоя родина это Бурятия, Улан-Удэ, и твоя территория оккупирована врагом, который тебе навязал этот язык? Понимаете? Вот это вот печально, что многие люди уже сейчас родились в оккупированной территории, и они не знали свободной Бурятии. Ну, это, конечно, очень давно произошло, оккупация. Но, тем не менее, это так сложно будет сейчас все это изменить. И, наверное, знаете, то, что сейчас на таком уровне наша работа ведется, это, видимо, закономерность скорее. Наверное, было бы даже удивительно, если бы все очень легко шло. Понимаете, я сам сейчас думаю так. Просто представьте, у нас-то не было, как в Украине, да, времени, когда независимость была. У Украины целых 30 лет независимости. У Беларуси, да, там, ну, все равно, да, понятно, что она тоже частично оккупирована, да, но, по крайней мере, формально у них там все-таки своя страна отдельная, своя валюта или еще что-то. Ну, хоть как-то так, да. Хотя понятно тоже, что они под очень сильной пропагандой русского мира живут. А у нас так, и даже как в Беларуси не было такого периода. У нас все эти 30 лет, наоборот, все хуже и хуже становилось. И, понимаете, мы дошли до того, что требуем, чтобы бурятский преподавали больше. Понимаете, это же наш родной язык. Это, понимаете, это нонсенс, по идее, да, что оккупированный народ не
требует освобождения и полного, как бы сказать, использования своего языка, а робко просит, чтобы ему увеличили количество изучения его языка. Понимаете, это, ну, это даже печально говорить мне, понимаете, то, что так с нами происходит. И до людей это не доходит. Вот кто-то пишет комментарии, да, там, в Москву не поедешь. А нахрена мне эта Москва-то нужна? Извините меня, если я бурят. Вот у меня есть Улан-Удэ, мой город. Все, мне, как сказать, нахрена мне Москва вообще нужна? Что там делать? Я понимаю, что, да, довели Бурятию, да, довели Улан-Удэ, вот, создали искусственную нищету, что нету там работы. Это же тоже все системная большая работа ФСБ, понимаете? Это же не просто так все, что там у нас работы нет или еще что-то такое, что возможности нет подняться. Почему в Корею наши приезжают и на любой завод, на стройку выйди и все, будешь достойно зарабатывать? Почему в Бурятии такого нет? Такие вот дела. Огромная, большая работа. Но что делать? Надо потихонечку двигаться, работать. Про агентуру влияния я вам рассказал. Да, их идеология выглядит так. Они считают, что они спасают народ от полного истребления русскими. Вот так вот. Они считают себя даже героями. Но надо одно понимать, видите, рашка ослабла. И это максима, что русские обязательно всех бурят или других народов уничтожат. Понимаете, особенно сейчас. Да, они там начнут войну, начнут истребление, уничтожение, но мы же тоже народ и будем искать возможности, силы, сопротивляться, воевать, защищать свою территорию. Поэтому это, видите, это максима, да, то есть максимальное какое-то утверждение, что вот обязательно все население, всех бурят уничтожат русские. Ну, нет, это так не будет. Ну, да, потери будут. Но это их оправдание агентуры влияния и этих всех кланов. Они и так потом будут оправдываться перед бурятами. Когда буряти получат независимость, они будут говорить: мы вас спасали, мы вас защищали, поэтому мы там воровали, коррупцию устраивали и так далее. Ну, это их типа задача. Вот так они видят. Такие вот дела. Ну ладно, ну худут. Я буду стараться делать документалки, про буддизм хочу снять, про Корею и так далее. Стримы, ну, хочу такие более осознанные проводить, если буду проводить. Как-то так. Понимаете, ну, вы, наверное, тоже сейчас понимаете, это большая вообще системная работа, которую должно делать государство, а не какой-то один блогер, у которого не так много возможностей и сил. Такие вот дела. Про Казахстан также говорили, зато сейчас мы независимая страна, 9-я территория в мире. Ну вот видите, также про бурятов сейчас считают. Такие дела. Заны худут. Байрла. Комментарий бышты, лайки, тавикты. Заны худут. Тахин узатра.